Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами снова Лезги Хабаров. Самые актуальные новости лезгинского народа. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» началась в Магарамхюрском районе. 22 апреля 2015 года, в единый день старта всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в Магарамхюрском районе под девизом «Мы помним, мы гордимся» проведена первая массовая раздача лент. В ходе акции волонтеры раздали более 1000 ленточек, символов доблести и мужества. Из года в год, обретая популярность, эта лента становится нечто большим, чем просто узнаваемым символом победы. Подобные акции прошли в Курахском районе, в Дагуспаринском, Ахтынском, а также в Дербенском. Очередной субботник, посвященный 70-летию Великой Победы, провели в Хивском районе. 18 апреля под руководством главы муниципалитета Бейдуллаха Мирзоева на территории Хивского района провели очередной общерайонный субботник, приуроченный к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основное внимание было уделено памятникам воинам Великой Отечественной войны и Парку Победы в селении Хив. В сельских поселениях проведены работы по благоустройству обелисков в память о жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Магарамхюрском районе прошли выставка и фестиваль, приуроченный к 70-летию Победы. Глава Магарамхюрского района Фарид Ахмедов вместе с полномочным представителем главы республики в Южном территориальном округе Мусафинди Велимурадовым посетили выставку, организованную в районном центре традиционной культуры народов России. По информации пресс-службы администрации района, на выставке были представлены лучшие альбомы, стенды и творческие работы общеобразовательных учреждений, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стенды были оформлены по таким тематическим рубрикам, как «Дагестанцы-герои», «Они защищали Родину», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Учителя Великой Отечественной войны». Далее гости приняли участие в конкурсе фестиваля патриотической песни «С песней к победе», в котором непосредственными исполнителями песен выступили учащиеся общеобразовательных учреждений района. Педагог из Магарамхюрского района стала призером Республиканской олимпиады. В Махачкале завершился заключительный этап Республиканской олимпиады учителей по русскому языку и литературе. Мероприятие было организовано Министерством образования и науки Республики Дагестан. В нем участвовали победители муниципального этапа, педагоги из разных городов и районов республики. Магарамхюрский район представила учительница русского языка и литературы среднеобразовательной школы номер 1 имени Гаджиева Лаура Буржалиева. По итогам конкурса она стала призером этой олимпиады, заняв 3-е место. В Ахтынском районе возрождается школьный КВН. 23 апреля в рамках реализации проекта «Молодежный Дагестан» в зале Ахтынского культурно-досугового центра прошла игра КВН среди учащихся школ района. Мероприятие проводилось в целях реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал», создания условий для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала учащихся. По итогам конкурсной программы, включающей в себя приветствие команд, творческую разминку, стем, инсценировка и музыкальный номер, 1-е, 2-е и 3-е места распределились между командами среднеобразовательной школы номер 1, среднеобразовательной школы номер 2, а также Лутконской и Калугской среднеобразовательными школами. Победители были награждены дипломами соответствующих степеней и кубками райадминистрации. Назиля Исмаилова от лица администрации района выразила благодарность всем участникам игр, а также жюри. Переходим к новостям спорта. В конце апреля футбольный клуб «Шахдак», представляющий город Кусары, во время матча 25-го тура чемпионата страны по футболу провел благотворительную акцию в поддержку маленького Асима Шахбалаева. Мероприятие под названием «Один манат» собрало чуть больше $2000. Все вырученные деньги были переданы родителям малыша. Отметим, что необходимую для лечения Асима сумму в размере $10 000 удалось собрать всего за 2 недели. 18 и 19 апреля в Дагестане прошел чемпионат республики по дзюдо среди взрослых. По итогам турнира в весовой категории до 66 кг 2-е место занял Умар Керимов, представляющий Магарамхюрский район. Среди девушек 2 первых места в своих весовых категориях заняли Мадина и Таиса Чубановы, а Гифхер Ибрагимова завоевала серебро.
Все девушки представляли село Будка-Змояр Магарамхюрского района и являются воспитанницами тренера Амара Шахмарданова. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. Ассаламу алейкум.